Всех хочу поприветствовать. Сегодня я расскажу про мессенджеры, да, то есть это очень такой нужный и важный цифровой навык, цифровое решение, которое может быть использовано как для оповещения, так и для взаимодействия вообще внутри местного сообщества, местных сообществ. То есть он способствует быстрой передаче информации и быстрому получению или быстрой реакции на эту информацию, да, которая рассылается. Я хочу обратить внимание, что практически все сейчас используют смартфоны, да, то есть вообще зарегистрированных пользователей смартфонов более 7 миллионов, да, в Кыргызской республике по данным, да, статистики, и у некоторых есть и несколько мобильных телефонов. Ну, то есть тенденция такая, что процедура взаимодействия, процедура коммуникации, она претерпевает изменения, она переходит в новый вид, более ускоренный вид. И вот мессенджеры — это одно из тех цифровых решений, которые этому способствуют. Да? Что же это такое? Мессенджер — это программа для мгновенного обмена сообщениями текстовыми и аудио и видеоконтентом, да? То есть иным мультимедиа-контентом, а также иными файлами, да, которые мы можем использовать, да, в своей работе в том числе. То есть это, возможно, таблицы Excel, возможно, какие-то документы текстовые, да, из редакторов. Но это все можно очень быстро передавать через мессенджеры, по мессенджеру, да, и обрабатывать непосредственно на своем смартфоне или мобильном телефоне, да, то есть вот мессенджер. Первым мы перейдем, конечно, к Телеграму. Это мессенджер, вот как он работает. Мы открываем меню, проходим, там нам предлагается создать группу, мы выбираем следующим шагом, выбираем людей, кого мы хотим добавить в эту группу, и прописываем название непосредственно этой группы. Вот еще раз продемонстрирую, то есть, да, мы вот заходим в меню, мы нажимаем на кнопку «Создать группу», я обращаю внимание, можно создать до 200 тысяч человек, да, то есть это довольно большой объем. Мы выбираем тех участников, которых мы хотим видеть в группе, да, то есть мы выбираем название этой группы и уже нажимаем на «Создать», да. То есть в дальнейшем мы вот создали группу, то есть у нас есть дополнительные возможности, да, то есть мы вот можем посмотреть контакты, которые находятся в нашей группе. Здесь вот есть меню, да, которое нам показывает, что мы можем зайти, внести дополнительные изменения, добавить администраторов, определить их роль в группе, какой они обладают ролью, да, то есть вот то есть довольно такая простая форма, да, то есть мы можем вот определить опрос, мы заходим в стрелочку, сейчас, стрелочку, да, нажимаем на шпильку, да, то есть и там есть возможность создать опрос, то есть это третий пункт идет, да, то есть приложить документ, файл, видео, и вот третий пункт — создать опрос, да, то есть и вы создаете опрос, вы можете создать до 10 вариантов ответов, то есть они могут быть как одинарные, может быть много ответов, он может быть анонимным, он может быть не анонимным, да, то есть режим викторины вообще там может повысить, да, интерактивность, да, то есть, ну, вот вы размещаете, это нужно для того, чтобы определить, например, то или иное направление, да, быстро определиться с каким-то направлением своих шагов, например, в рамках местного самоуправления, да, то есть у нас вот есть сейчас два
направление, да, то есть ему там хотим, чтобы вы сделали там опрос, какое из направлений должно быть более приоритетным, да, ну, то есть по количеству, например, голосов уже эти приоритеты расставлять, да, то есть это довольно удобное цифровое решение, которое необходимо вот для взаимодействия с местным сообществом, ну и само собой создание прозрачности, да, то есть по работе. Вот. Далее мы также можем его использовать как для размещения видеоконтента, а также и создать вот, видеочат, запланировать этот видеочат, да, то есть если, например, какое-то рабочее время, мы можем всех предупредить, несколько дней предупреждать, запланировать на какое-то вот конкретное время, и когда этот видеочат начнется, то к нему могут присоединиться ну, уже достаточное количество граждан, да, и поучаствовать непосредственно, то есть в онлайн обсуждении тех или иных вопросов со своего мобильного телефона, даже если они не находятся дома, если они находятся за рулем, они находятся на другой территории, они находятся в поле даже, то эти люди все равно могут принять участие в управлении своим местным сообществом, в выработке совместных решений, в обсуждении тех или иных вопросов. Это тот механизм, который помогает руководству местного сообщества выстроить прозрачную и демократическую форму управления этим местным сообществом, да, с учетом мнения, да, большинства и обсуждением, да. Вот, мы в том числе, да, вот мы можем использовать, размещать видеоконтент. Вот здесь я продемонстрировал, что я загрузил весь этот видеоконтент. Мы можем этот видеоконтент из группы сохранять в избранном, это наше собственное облако, куда мы сохраняем всю необходимую нам информацию, она никуда не денется. Это облако, по сути, производителями этого мессенджера не сказано о каких бы то ни было ограничениях, то есть, по сути, в облаке ограничений также нет. Вы можете весь видео, аудио, контент размещать у себя в избранном, а при необходимости его оттуда выгружать. Это спокойно делается. И, ну, и в дальнейшем использовать. Да, то есть это очень доступная форма хранения данных, оперативных, да, которые вам нужны, те же фотографии, возможно, видеоконтент, да, чтобы это вот такое доступное облако, на котором можно размещать те или иные данные. Собственно, в группе же могут размещаться все файлы, все необходимые данные, они могут быть закреплены также, да, и используется в дальнейшем. Вот. Далее мы переходим в WhatsApp, да, то есть WhatsApp это немного другого характера форма, да, то есть мы вот также создаем новую группу, также через меню, да, также добавляем участников, вводим наименование этой группы и также нажимаем на галочку для ее создания. Вот. Уже непосредственно в группе. Что необходимо сказать про WhatsApp? WhatsApp это такая группа, это такой мессенджер, да, который ну, с немного менее развитыми возможностями коммуникации или обмена медиаконтентом, да, чем, например, тот же самый Telegram, но при этом он более доступен, да, или более распространен, например, на территории тех или иных местных сообществ. Да. Ну, здесь, конечно, нельзя создать опрос, но этот опрос можно запустить или можно загрузить ссылку на этот опрос, например, который создан Google формами, и в дальнейшем тоже его использовать. Да. То есть вот мы создали такую группу, здесь мы можем узнать данную группу, добавить еще пользователей, добавить видео, например, аудио, мы можем создать групповой звонок также,
в группе, да, вот в верхнем меню мы это видели. Дополнительно мы вот можем пригласить друзей, можем также роли распределить администраторов, да, то есть мы можем также позвонить кому-то. Сам по себе, да, мессенджер это довольно удобная форма, да, взаимодействия. То есть это они сейчас настолько развиты, что зачастую достаточно наличия только интернета, и Wi-Fi или мобильного, чтобы у тебя был и СМС, была возможность и СМС пересылать, и звонки совершать, и медиаконтентом обмениваться, да, то есть это очень такая доступное цифровое решение. Да. Вот, также мы вот через меню, через скрепочку можем добавлять дополнительно, да, вот номера из телефонной книги, можем видео добавлять, можем вот, текстовый контент, аудиоконтент добавлять непосредственно в группу, да, для тех, на кого они ориентированы. Да, то есть плюс мы можем вот, добавить, кого хотим, также сделать его админом группы, да, то есть и уже далее несколько человек может вести ту или иную активность. Вот. Ну, на этом, в принципе, все имеющиеся мессенджеры так или иначе обладают вот этими базовыми вещами, которые я перечислил, да, то есть используя самые распространенные, мы вот постарались показать на примере WhatsApp и Telegram те цифровые решения, которые можно реализовывать, как можно взаимодействовать в рамках местного сообщества, да, то есть что должно непосредственно работать. Вот. Спасибо. Всего хорошего.